Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня у нас 8-й урок. И тема сегодняшнего урока — соединительная хамза, хамзатуль васл, или же коротко аль-васля. На прошлом уроке мы прошли тему разделительная хамза. Сегодня у нас будет соединительная хамза. Соединительная хамза читается только в начале слова, а в середине двух слов не читается. Например, возьмем это слово «вадхуль». То есть это отдельно. Вау отдельно, слово «удхуль» отдельно. Но при соединении уже не читается аль-васль. Сразу же переходим с вава на даль. Вадхуль. Вадхуль. И в остальных примерах также. Например, вахруч. С вава переходим на ха. Вахруч. Вадриб. Ва'лям. Валь-фаджри. То есть васля не читается в середине двух слов, но читается в начале слова. И в начале слова там могут быть разные огласовки. И первое, на соединительной хамзе, то есть на васле, будет звук а, фатха, если после нее стоит лям. Аль-байту. Аль-байту. То есть если после васли стоит лям, то там будет а. Аль-байту. А если ляма нет, то мы смотрим на огласовку третьей буквы. Если на третьей букве стоит у, то в начале будет у. Охруч. Охруч. А если на третьей букве стоит а или и, то в обеих случаях будет и. Ифтах, ирджи. То есть у нас всего три огласовки. А, и, у. То есть фатха, касра и домма. И мы сказали, если стоит лям, то будет а. Аль-бейту. Все, остались два огласовка. У и и. Если на третьей стоит у, то будет у. Охруч. И осталась одна огласовка. И если на третьей стоит а или и, то там будет и. Ифтах, ирджи. То есть если лям будет а, аль-байту. Если третье у стоит, будет у, охруч. Если третье а или и, то будет и. Ифтах, ирджи. И здесь, например, аль-каляму. Почему а? Потому что стоит лям. Аль-каляму. Аль-байту. Аль-фаджру. Ас-самаду. Здесь уже лям не читаем, потому что лям стоит пустой. И когда лям не читается, то следующая буква обязательно будет удвоенной. Ас-самаду. Ас-саляму. Здесь уже будет у. Удхуль. Потому что на третьей стоит у. Удхуль. Ускуль. Унсур. Уктуб. Унзур. Уктум. Здесь будет и, потому что третий стоит а. Мы сказали, если третий стоит а или и, то будет и. Икра. Ифтах. И'лам. Ишраб. Ишхад. Илфар. Здесь также будет и. Ирджи. Идриб. Ифкид. Инсиб. Исфир. Изфир. Но здесь есть слова исключения. Слова исключения читаются с касрой. Например, здесь ибнун. Хотя третий стоит домма, все равно будет и. По правилу здесь должна быть у, но здесь исключение. Поэтому читаем через и. Ибнун, имруун, исмун. И эти слова также. Имшу, икду, имду, ибну, иту. Хотя здесь стоит иту, но нужно читать как иту. Слово иту читается как иту. Ибнун, имрун, исмун, имшу, икду, имду, ибну, иту. В этих словах по правилу должно быть у, но здесь исключение, поэтому читаем через и, то есть через касру. И сейчас мы прочитаем несколько аятов из Корана.
Первое. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вот здесь Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мы здесь васлю не читаем. Мы сказали, в середине двух слов не читается. Поэтому сразу же переходим на лям. Бисмилляхи. И потом также васля не читается. И буква лям стоит пустой, также не читается. И мы сказали, если лям не читается, то следующая буква будет удвоена обязательно. Поэтому сразу переходим на ра. Бисмиллахир. Переходим на ра. Хир. Бисмиллахир рахма. Здесь стоит маленький алиф, удлиняется звук а. То есть удлиняется мим. Бисмиллахир рахмани. Вот здесь также васля не читается, и лям также не читается. Поэтому мы с нуна переходим на ра. Бисмиллахир рахманир рахим. Здесь я букву удлинения. Удлиняет предшествующую огласовку. То есть удлиняет букву ха. Хи. Рахим. То есть Бисмиллахир рахманир рахим. То есть правильно будет читать именно так. Не просто Бисмиллахир рахманир рахим, а именно соединяя. Бисмиллахир рахманир рахим. Дальше первый аят. Здесь стоит васля, мы сказали, в начале чтения читается. Здесь огласовка будет и, потому что в третьей стоит а. И мы сказали, если в третьей стоит а или и, то в начале будет и. Икра. Икра. Потом бисми. В середине пропускается. Бисми. Потом роббика. И также пропускается васля и соединяем с лямом. Роббикаллази. Здесь халяка стоит. Но при остановке мы читаем как на сукуне. Халяк. Икра бисми роббикаллази халяк. Это первый аят. Второй аят. Халякаль. Здесь стоит алиф, лям и алиф. Здесь халякаль мы переходим на лям, потом уже читаем с алифа. Халякаль инсана. Здесь нун стоит пустой, у нас потом будет отдельное правило, связанное с ним. Халякаль инсана мин аляк. Третий аят икра. Также будет и. Икра ва раббука. Потом идет соединение. Потому что васля не читается, переходим на лям. Ва раббукаль. Переходим на лям. Потом остался алиф. Потому что это лям алиф. Сначала переходим на лям, потом читаем алиф. Ва раббукаль акрам. Икра ва раббукаль акрам. Потом здесь уже читаем а, потому что мы сказали, если после вас идет лям, то звук будет а. Аллази. Аллази аллама бил калам. Также пропускаем васлю. И здесь алламаль. Переходим на лям. И потом остался алиф. С огласовкой и. Инсана. Малам я'лам. Алламаль инсана малам я'лам. То есть почитаем заново. Икра бисми раббикаллази халак. Халакал инсана мин алак. Икра ва раббукал акрам. Аллази аллама бил калам. Алламал инсана ма лам я'лам. И здесь мы завершаем 8-й урок. Субханак Аллахумма ва бихамдика. Ашхаду ан ла илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.